участках. И студенты проявляют достаточно большую активность. На 8 утра было 120 человек. Это при участке, на котором числится практически 1600 человек. Из них где-то 123 это только жители. Все остальные это студенты. Это достаточно большой коллектив студентов. На сегодня уже более 500 студентов проголосовало. Ну, видимо, идут занятия, как спортивные, так и остальные. Активность достаточно высокая. КАИБа здесь нету. Здесь стоят урны, которые складываются бюллетени. Просто ложат их. И все. Тут же здесь на участке проходит еще два мероприятия. В принципе, все идет нормально. Сейчас мы проходим другим мероприятиям, которые идут параллельно. Это у нас городская среда. И здесь идет рейтинговое голосование. Вот проекты, которые представлены. Студенты голосуют. Голосование идет не просто так, предъявляется паспорт. Идет запись. Студенты достаточно серьезно изучают данные, за что голосовать. Судя по всему, интерес у них большой. Вот идет голосование. Хотелось бы узнать, сейчас нам дадут интервью по данному голосованию. Так, ну хотелось бы напомнить, что здесь достаточно много проектов. Один из главных – это визитная карточка Якутска в аэропорту. Да, паспорт. Но здесь все весьма серьезно. Федеральная программа все-таки. Представьтесь, как вас зовут? Дмитрий Клейн. И вы кто у нас? Я эксперт по... Так, здравствуйте. Так, меня зовут Дмитрий Клейн. Окружная администрация города Якутска. Представляем... Так, можно сама?
Да, мы находимся в прямом эфире. Можно просто ответить нам на несколько вопросов. Сколько проектов по городской среде выбирает заявитель, ну, кто голосует за какой проект? Сколько там всего проектов? Сколько всего проектов? На данный момент 8 проектов есть. А сейчас мы можем называть площадь ворота Якутска, потому что проект у него готов. Сквер тружеников тыла и бульвар учителя уже готовятся. Второй этап ушел. Благоустройство озера Зайсар и открытие Кирова благоустройства прилагающиеся, как бы они будут готовы еще в 2022 году. Ну, да. И в рамках этого голосования мы выбираем приоритетные проекты, которые бюджет составляет 50 миллионов рублей. По площади ворота, по проекту площади ворота всего лишь будут выделены 30 миллионов. А все 20 миллионов мы разделим на бульвар учителя, сквер тружеников и поедем в Кунайки. Я вот хотел бы узнать, да, а какой принцип голосования? То есть сегодня голосовал мэр города Якутска, на наш вопрос он просто ответил. Он сказал, что он проголосовал за все проекты. И здесь я хотел бы узнать, если за все проекты голосуешь, это голосование становится нулевым или это все-таки в расчет принимается? В расчет, конечно, принимаешь. Ну и как, на ваш взгляд, сейчас студенты голосуют? Я заметил, с такими подробными вещами и долго еще думают, я просто удивлен. Ну-ка, объясни. Ну, вот студенты наши, они активно голосуют, во-первых. Я заметил, что все студенты, которые пришли голосовать за президента, они просто так не приходят, видят и сразу голосуют. Ну, активно принимают молодежь. Ну а вы, как молодой человек, как считаете, вы довольны тем, что столько народу? Конечно, доволен. Я уже сам проголосовал за проект, который... Вы за какой проголосовали? За площадь ворота Якутска, сквер тружеников тыла и бульвар учителя. И, конечно же, сквер ворота. Это 4 проекта сразу? Да, 4 проекта сразу. Можно до 5. До 5 проектов? Да, до 5 проектов. Что вы пожелаете нашим студентам в данном голосовании? В данном голосовании? Ну, желаю, чтобы молодежь пришла, участвовала в таких голосованиях, как проводится сейчас. Ну, я думаю, что молодежь это же и будет строить эти скверы, нет? Я думаю, так и произойдет. Скорее всего. Скорее всего. Если брать бульвар учителей и так далее, все началось со студентов. Спасибо. Рядом у нас идет еще одно мероприятие. Девушка, а вот что... так, вот смотрите, им дают... Это что у вас? Это листовки. Листовки, которые обговаривают условия нашего фотоконкурса, в котором студенты или простые люди, да, уже проголосовавшие, имеют возможность выиграть один из 30 продукций Apple. В смысле, выиграть или выбрать, как-то хорошо звучит? Я, наверное, выиграть все-таки, да? Да, наверное, все-таки выиграть. Потому что победитель определяется по количеству лайков. И вот мы стоим на студенческом, молодежном участке. Как студенты проявляют себя в фотографии? Ну, если говорить о наших студентах, да, то они очень активно участвуют в этом фотопроекте. Ну, из приходящих сюда, да, из 100%, я могу сказать, что где-то 95% точно участвуют. Для них это интересно и стимулирует, конечно, розыгрыши, которые они могут получить. Тогда дайте совет, как надо фотографироваться. Просто раз столько народу ходит к вам, вы, наверное, уже можете какой-то совет дать? Очень много студентов приходили в нужное время сюда, когда здесь был, допустим, наш ректор, и всей толпой ребята подбегали фотографироваться с ректором. Конечно же, это стимулирует и студентов, и возможность выиграть. Чем больше
разных фотографий. Чем больше вы выкладываете, вы можете один сфотографироваться, можете вдвоем, можете коллективно. И это тоже повышает возможность выиграть нашу продукцию. Да? Ну, надо фантазию, здесь же одна рамка, и надо что-то. То есть основной призыв – это возьми своего лучшего друга, ректора, а можно не ректор, можно декана, и иди сюда сфотографируйся, правильно? Нет, лучший призыв – возьми своего лучшего друга, возьми своих лучших друзей, которые у тебя есть все, и приведи, пожалуйста, их всех сюда. Чем больше фотографий, тем возможность больше выиграть. Самое главное, чтобы ребята были активны и участвовали в этом конкурсе. Чем больше, тем лучше. Так, вот я смотрю, уже кто-то подошел. Где посмотреть фотографии? Вот. Меня зовут Черкасова Светлана Олеговна, я студентка Северо-Восточного федерального университета имени Максима Кировича Амосова, медицинского института, второй курс. Я волонтер из Центра по работе с волонтерами Республики Саха-Якутия. А можешь спросить, вот вы сейчас фотографировались, это на память? На память, конечно. На память, да? И в конкурсе буду принимать участие. У вас много друзей, наверное, все лайки поставят, и все, это Будем надеяться. Спасибо, спасибо. Вот этот хэштег, надо на него сделать фотографию. Ну, мы переезжаем на другую точку. Ждите репортажа с другой точки. Думаю, что это будет тоже интересно.